Bulgan biride 10-cı məktəb internat. Bugün ise biz sizin bilen barımızda gimnaziyanın onun işçenligi, onun konsepsiyası bilen tanışıp bitiribiz. Hem onun narsasi bilen şunday o'zgarishlar ekan bu maktab. Hozir prezentatsiya chiqaramiz. Demak, kollegalar, biz endi ministerstvo kengashgach bu bitta borib chiqdi endi. Bugun gimnaziya bilan tanishtiramiz. O'quvchilarimiz akrimdan qaytib keladi, lekin belgili bir joylarga to'xtalib ketamiz. Ham gimnaziya bilan tanishib ketgandan so'ng biz tag'in bir qat o'yladik endi onlayn maktab to'g'risida sizlarga sizga jimtikada bir более подробно chunki mana qiziqsinu bildirdingiz bit endi nima qiziqsinu bo'ldi sizning yoqdan-da. Kerak deb topsangiz biz shu to'xtalib keta olamiz onlayn maktabning umuman ishchanligini o studiyaga nechik biz anda darslar chiqaramiz, nechik darslar yasaymiz. Ham endi umuman gimnaziyaning tarbiyaviy konsepsiyasi bilan tanishtirib ketamiz. То есть воспитательная часть. Меня вообще sizlarga to'xtashimi? Как вам удобно? Значит, 3 получается остановки у нас будет. Это актовый зал. Мы познакомимся с концепцией нашей гимназии. Потом познакомимся с онлайн школой на татарском языке. Потом уже мы с вами пройдем по гимназии. Остановимся на нескольких лабораториях. Это музейный комплекс нашей гимназии. Плюс у нас будет вот сегодня воспитанники здесь. Татар-башкирт краше. То есть борьба, национальная борьба татаро-башкирская, да? Остановимся там, там как раз воспитанники. И уже после мы пройдем уже с вами за чаепитие. Там уже все остальные моменты отговорим. Так, уважаемые коллеги, Рамил Жишгаюлин, директор данной гимназии. На сегодняшний день наша гимназия обучается 870 обучающихся. Штатных единиц, так сказать, учителей у нас 66 на данный момент основных. Плюс у нас, кроме нашей гимназии, то есть в целом это Центр национального образования Республики Татарстан, так считается у нас. Мы работаем под крылом Всемирного конгресса татар, Министерства образования Республики Татарстан, Института развития образования Республики Татарстан. Наш комплекс, он начинается с детского сада. Но мы сегодня туда не идем. Воспитанник уже уходит домой. Значит, дошкольные группы юридические, да? Юридическое лицо у нас одно. То есть директором является один человек, а уже ответственно это замы по тем или иным направлениям. Потом мы сейчас вот в гимназии, основная часть, да? Плюс у нас есть музыкальная школа номер 32 имени Кама Шакирова. После уроков наши дети массово идут обучаться, учиться, воспитываться в музыкальную школу. Плюс это Центр национальной борьбы, куда мы сегодня пройдем с вами. И наш огромный музейный комплекс. Ну вот сегодня тоже мы остановимся на нескольких лабораториях, не во всех вот сходим. И по поводу в целом гимназии. Мы известны тем, что процесс образования, обучения у нас идет на родном татарском языке в нашем случае. С 1 по 9 класс мы полноценно имеем право вести все предметы на родном языке. То есть для этого у нас помощь, понятное дело, в первую очередь, это наш замечательный коллектив. У нас все основные сотрудники ведут занятия на татарском языке. То есть и химия, и физика, и биология, начальная школа, соответственно, геометрия, алгебра. Мы находим таких специалистов. Плюс мы известны тем, что у нас очень богатый воспитательный процесс нашей гимназии. Ведь в целом, как бы все то, что здесь есть, этому уже 30 лет. Да? Начиная вот с раннего утра, наверное, нужно сказать. Вы подстраиваете себя под меня. То есть это до уроков, до 8 часов, у нас уроки 8 часов начинаются. Начальная школа у нас по утрам бегает. Босиком была моя дуруща? Босиком. То есть у нас есть такие курсы, оздоровительные курсы, так сказать. У нас есть такая некая воспитательная программа, которая была принята, утверждена. Уже очень много фильмов, репортажей об этом снято. Родители не против, родители сторонники всего этого. По утрам они наблюдают каждый день, как бегают их дети. Ну, кто уж, кому не к 8 там на работу, они остаются, смотрят. После 8 часов у нас начинаются уроки и в начальном блоке, и в старшем блоке.
И как бы учебный процесс. Я уже говорил, все идет на родном языке, по учебникам, по пособиям. У нас на столах у детей это переводные учебники, тәржімәй дәрісіклер, әсбаплар была на татарском. И, соответственно, по закону у наших учителей должны быть учебники из СПУ. То есть мы это обязательно соблюдаем, потому что без этого никак. Вчера было собрание методистов, ответственных за национальное образование Республики Татарстан. Раз мы там тоже поднимали этот вопрос. И одна из наших учительница математики Алсена Халина выступала. То есть во время подготовки к ЕГЭ, единый государственный экзамен 10-11 класс, мы переходим уже на двуязычие. То есть мы уже рассматриваем тему на русском языке, соответственно, воспитательный процесс он полностью идет на татарском языке. Мы, к сожалению, к большому сожалению, уж говорю как есть, единственная школа Республики Татарстан, которая сдает ОГЭ на татарском языке по предметам. Ну, раньше было у нас больше. Вот так. То есть это химия, математика, ну и, соответственно, остальные предметы. Мы подаем заявку, у нас как бы министерство делает запрос, мы говорим, что нам нужны будут переводные химии. И, соответственно, ну, дети у нас как бы, родители тоже не жалуются, ничего, все нормально, это уже как бы история 30-летняя. После 9 класса, ну, понятное дело, в 11 уж дети по русскоязычным химиям сдают ЕГЭ. По поводу самого образовательного процесса, наверное, у вас возникает вопрос, обучаясь, как, грубо говоря, на татарском, как они сдают ЕГЭ на русском. Вот как бы у меня еще, когда разговариваю, вам рассказываю на русском, у меня есть акцент, да, наблюдается татарский акцент. У наших детей вот массово совершенно нет акцента. То есть они свободно разговаривают без акцента на татарском, без акцента разговаривают на русском. И как бы вся научная или школьная программа, так сказать, она у нас закладывается на двух языках детям. У нас как бы гимназия, соответственно, у нас уклон делается и на изучение других языков иностранных, то есть английский с 5 класса углубленный, плюс у нас изучается немецкий, плюс у нас изучается арабский язык. С прошлого учебного года, с прошлого учебного года у нас были открыты профильные классы с 5 класса, очень большой потенциал у детей. Ну, как мы это все выявляем? У нас как бы коллектив работает в тандеме с тренерами. Тренера это не спортивные тренера, а это люди, которых мы привлекаем извне. То есть это выдающиеся учителя по тем или иным направлениям нашего региона. То есть, там, один из лучших математиков, физиков там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть после уроков как бы дети идут на занятия уже к этому составу. Да? У нас очень большой состав математиков на сегодняшний день. Английский язык у нас ведет носитель языка из Бангладеша. И вот ряд как бы таких примеров у нас на сегодняшний день в гимназии есть. И то есть не скрою, в определенных, то есть доп. Занятиях у нас как бы курсы ведутся на русском языке. То есть это, например, олимпиадная математика или же подготовка по физике. А в целом, как бы, свои кружки у нас учителя также ведут на родном языке, на татарском языке. И вот благодаря этому тандему, и в целом, уж понятное дело, это как бы и деятельность нашей администрации, ходим на уроки, выявляем. Мы остановились на том, что вот то среднее звено, которое есть у нас сейчас, у них очень большое будущее. Они достаточно успешно справляются со школьной программой, в особенности с математикой. И мы решили открыть и с языковыми, так сказать, направлениями. Открыть профильные классы. Это лингва-классы и физмат-классы. Несмотря на то, что мы гуманитарная гимназия. Да? Значит, что мы здесь делаем? Мы добавляем математику. Это курс математики. Но стараемся уж не так, что вот обязать, а работаем уже и изначально, с начала учебного года, с теми родителями, которые пойдут завтра или на следующий год, грубо говоря, в 5 класс. Проводим собрание, то есть все родители 100% поддерживают это у нас. Плюс у нас инженерное дело, одно направление идет. Рустам Сач вот сегодня наш заместитель по информатизации, IT-направлению,
ознакомит вас с инженерным делом. У нас там есть отдельный специалист, то есть, который ведет это дело, и Рустам Саидович сам. Математику я сказал, ну и вводим курс физики, то есть через лабораторные практические занятия. По лингво-классам у нас, значит, с 5 класса углубленно, плюс еще мы добавляем дополнительный курс английского языка, дополнительный курс немецкого языка и арабского языка. Вот. Дети в таком формате учатся. Нынешние 5 у нас один физмат, остальные 3 класса у нас, значит, лингво-классы. Плюс уроки технологии, ведь сейчас как бы представлены разные варианты рабочих программ, мы стараемся в ногу со временем вести. Не только это шитье или скворечки, когда делают, да, а это уже моделирование, проектирование и так далее. Да? Ну вот Рустам Саидович тоже об этом сегодня познакомит, расскажет вам. Ну вот вкратце, если вот говорить про учебный процесс, мы стараемся по каждому предмету создавать, тоже благодаря нашим учителям, более углубленное изучение предметов. Это для олимпиадного движения у нас. Соответственно, вся подготовка ОГЭ, ЕГЭ у нас идет со стороны наших предметников, плюс еще привлекаем из университета специалистов Казанского федерального университета. Это все на платной основе. Как бы нет, то есть бесплатно, так сказать, начало. Сейчас, наверное, мы посмотрим олимпиадные результаты. То есть позапрошлом году 22, это регионы России, в прошлом году 28. Последний учебный год, точнее, 3 года мы взяли, да, последний учебный год 41. То есть это результаты по последней стадии предметов олимпиад, это Россия и региональный этап. Но пока что нам, наверное, практически по всем предметам у нас на региональном этапе есть олимпиадные достижения. Мы микрорайонная школа, у нас не для одаренных детей. Вот вы были в гимназии, да? Это школа для одаренных детей, там принимаются экзамены, с экзаменами. Мы по законодательству РФ принимаем по микрорайонному принципу наших детей. Но несмотря на это, вот все то, что создано в гимназии, оно очень хорошо воспитывает детей с ранних лет, да, с детского сада, начиная с началки. Очень огромный вклад вносят наши учителя. В конечном итоге мы получаем очень, так сказать, усовершенствованных учеников. Результаты ЕГЭ, наверное, Рустам Саидович, посмотрим. Но есть в этом последнем учебном году и спад, но в целом, вот, например, можно назвать позапрошлый учебный год русский язык, математика профильная или ряд остальных предметов. Вы можете наблюдать на экране. Сейчас расскажу про воспитательную программу нашей гимназии. Наверное, что еще про доп. Образование. Как директор города Казани, я, наверное, скажу так. У нас одна из тех школ, которая предоставляет огромное количество бесплатных кружков нашим детям. Вот мы умудряемся огромный спектр, так сказать, кружков создавать в нашей гимназии. Сейчас даже не буду считать, какие направления, абсолютно практически все. У нас бассейна только нет, практически все остальные направления у нас есть, охвачены гимназией. И по внебюджетной деятельности у нас также существует пласт платных кружков. Ценник у нас недорогой, может быть даже один из самых дешевых в Казани, это точно, если не самый дешевый ценник. По воспитательному... я не знаю, дошколята, Гушатвар не сейчас он безда, 1200 айна, это же недорого. То есть наши соседи, вот здесь несколько гимназий, там 3000, 2500. Есть гимназии, которые там с нами соревнуются в олимпиадном, ЕГЭшном результатах, да, они там ценник составляют по 5000 в месяц. Сколько занятий? Раз в неделю по субботам 4 урока. Арзан безда, арзан. То есть у нас ничего такого дорогого нет. Так, воспитательная программа. Эта программа создавалась, соответственно, у нас на сегодняшний день в России во всех школах действует единая программа. Мы уж подстроили ее под себя, под нашу концепцию.
я уже говорил, что вот дети бегают босиком. В целом, как бы ряд, наверное, мероприятий, которые проводятся в нашей гимназии, это связано именно с нашей культурой, с нашей историей нашего народа, да, и вообще в целом, может быть, и Поволжье. Это как бы вот у нас в декабре, дай бог, будет конкурс, фестиваль народных песен. То есть в чем заключается смысл? С 1 по 11 класс ребенок, обучаясь в нашей гимназии, кроме уроков музыки, занятий музыки, изучает еще 11 песен с классом. И каждый год они с классом и руководителем готовятся к этому фестивалю. Вот здесь, с этой сцены, мы приглашаем именитых артистов, певцов, актеров быть жюри, в составе жюри этого фестиваля. Каждый класс выступает со сцены со своим подходом и поют песни, народную песню. Потом у нас идет театральный фестиваль, также отрывки изучаются из произведений нашей литературы. У нас достаточно успешно работает кружок театра, да, стабильно. И здесь у нас как бы руководитель кружка помогает уже классным руководителям готовить классы к этому фестивалю. То есть также у нас как бы классы показывают сцену, поощряется, конечно, инновационные подходы при показе отрывки из произведений. Ну и, понятное дело, не каждый ребенок артист, не каждый ребенок актер. Суть в том, чтобы ребенок вот именно внутри своего класса смог постепенно раскрываться именно на этой платформе, так сказать, на этих мероприятиях. Ну и, соответственно, как бы сам образовательный процесс, ведь кроме уроков татарской литературы, они еще обращают внимание именно на ряд произведений. Так. Ну и у нас научная направленность. Это конференция имени Шихабуддина Маржани регионального уровня. Мы ежегодно также проводим конференцию, проходит здесь, приглашаем ученых из университетов, наши учителя заходят в составе жюри, ну и как наблюдатели, отбираем самые лучшие работы, и вот здесь, как бы, с этой же сцены наши дети выступают, защищают свои проекты. Дальше, как бы, мы самым, так сказать, лучшим проектам, защитам даем приглашение участвовать в других региональных, всероссийских, международных конференциях именно с их работами. Как бы вот результаты. Стараемся ежегодно участвовать практически во многих или во всех рейтинговых научно-практических конференциях всероссийского и регионального уровня. Но более подробно еще мы расскажем сегодня с нашей лаборатории. Так, плюс еще у нас есть ряд мероприятий, которые проводятся в нашей гимназии. Это мастер сцены. Здесь же что делает? Это уже не с классом, а индивидуально каждый ребенок изучает отрывок из любого произведения, поэма, стих, выходит на сцену. В один день они соревнуются между собой, кто лучше, как бы, да, художественное слово можно сказать. И у нас еще новое вот направление появилось. Это уже как бы упор на изучение наших личностей, известных личностей татарского народа. У нас, как бы, вот сегодня увидим, есть сборники, посвященные нашим известным деятелям, да. Каждый получает класс, получает по одному сборнику в течение одного года на один учебный год, изучает биографию и вообще всю жизнь данного человека, и потом уже они представляют с классом, как бы, свой проект по нему. Ну вот вкратце, наверное, так. Сейчас я расскажу вам про онлайн-школу, уважаемые коллеги. Да? Вот такой богатый опыт, вся наша деятельность привела к идее, что пока есть этот коллектив, есть эти учителя, ведь мы не вечны, мы решили создать вот такую платформу. Платформа называется «Татарская онлайн-школа» или онлайн-школа на татарском языке. То есть суть в чем заключается? Ну, Рустам Сач, мен, наверное, сөйләрмен башта.
потом уж пройдемся, да. История, сама история. Увидев как бы весь этот богатый опыт, пришла идея, что, наверное, нужно создать что-то инновационное, передавать остальным, так сказать, татарским школам, гимназиям весь этот опыт, да. И со временем мы додумались до такой мысли, что век технологий, высоких технологий, IT направленности, нужно создать саму платформу. И сейчас уже кто-то останавливается читать какую-то брошюрку, методичку, скорее всего, не будет. И не станет, да. И мы решили, то есть, создавать видеоуроки и их транслировать уже через YouTube канал наш, через канал ВКонтакте, был еще Инстаграм-канал, ну, соответственно, заблокировался. И решили вообще создать саму платформу. Как все происходит? Мы отобрали учителей из нашего коллектива, талантливых, опытных, учителей, которые есть в составе региональной экспертной комиссии, то есть это ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадное движение. И уже опираясь на свой опыт, они начали создавать, то есть план-конспекты по тем или иным темам, создавать презентации, и мы наняли профессионального оператора, режиссера, который в последующем будет их снимать, весь их труд, и делать из этого продукты. Мы как бы собрали некую команду изначально, и это был ноябрь месяц прошлого года, предложили нашим учителям, то есть остается ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, ну и можно сказать еще июнь. И предложили им сделать так, то есть выбрать... Веб-файнш қапқаны нашего зале, да, министерство. Ага, автобус тұрған жерде, министерство. То есть выбрали несколько предметов, самые, так сказать, основные, но все предметы уж важны. Математика, алгебра, геометрия, информатика, физика, химия и остальные предметы. Предложили учителям взять в месяц 2 темы. То есть первый сезон у нас проходил таким образом. По этим 2 темам, опираясь на свой опыт, они должны были подготовить план-конспект, презентацию и то, что будет рассказывать, соответственно, перед камерой. Да? Потом мы начали снимать их уроки. И в конечном итоге как бы делали из этого продукт. То есть это 5-минутный или максимум 15-минутный видеоматериал. То есть они за этот промежуток времени должны постараться объяснить тему. Ну, там, например, математика, дроби, да, там, по физике, парлы, двигатель, паровой двигатель, да, и остальные темы. То есть учителя сказали, а как выбирать темы-то? Я сказал, нами было предложено взять, исходя из вашего опыта, самые основные темы, вот там 7 класс, физика, без которых физику не представишь. И после этого мы уже начали создавать уроки. Вот, например, урок биологии представлен, да? Плюс к урокам у нас еще есть семинары. Это уже в первую очередь вот как бы администрации, коллективом нашим проводится. Они могут быть и в очном формате, и через вебинар, через платформу Zoom, различные, так сказать, платформы, да, мессенджеры. Или же, например, семинары, куда мы сами выезжаем. Так, Рустам Саевич, да, ключевой момент, да? Но самое главное, как бы эта платформа, она создавалась для детей Республики Татарстан. То есть я в свое время был директором сельской местности, точнее в своей родной школе, где я родился, учился 11 лет. Мне пришлось быть директором в этой школе, и я прекрасно понимал кадровую политику, которая стоит перед директорами сельской местности, да? Математиков не хватает. Там, не знаю, историю ведет кто-то, да, не обязательно это история. И мы прекрасно понимаем, что какая-то некая помощь нужна именно вот Республике Татарстан, извне, да. Ведь во все школы сельские не отправишь учителей, и как бы учителя сами не отправят, да и мы и не министерство, и не власть, брать на себя такую ношу. И мы решили, как бы, учитывая все эти моменты, создать эту платформу и предложить ее бесплатно всем школам Республики Татарстан, которые ведут образовательный процесс на татарском языке. Да. То есть, что происходит? Ребенок, который недопонял, или же который пропустил уроки, или же которым просто нужно закрепление, он заходит на эту платформу, то есть цель такова, находит нужную для себя тему, смотрит,
по предложенному материалу он может также закрепить, потому что там есть презентации, да. И в дальнейшем техническая сторона, мы создаем на сегодняшний день приложение для Android и iOS, куда дети будут, в свой телефон дети будут скачивать это приложение. Это приложение будет содержать интересные задания по школьной программе. Он скачал, видеоматериал посмотрел, через телефон зашел, все бесплатно, да? И через эти, так сказать, задачи, тесты, не знаю, контрольно-измерительные материалы, он будет закреплять пройденный материал. Это ни в коем случае не замена учителя, это просто вспомогающая, дополнительная, так сказать, платформа, да? Помощь. Учитель. Как это помогает учителю? Учитель может взять за основу презентацию, которую мы предлагаем, но злоупотреблять не стоит, потому что он может привыкнуть, каждый раз просто скачивать этот материал, пришел на уроки, на ГССГ презентации и начал рассказывать. То есть чисто, когда он готовится к урокам. Плюс можно использовать сами видеоматериалы из нашей онлайн-школы. Их также можно свободно, легко, бесплатно скачивать. Пришел на урок, открыл презентацию, пустил видео, запуск, да, что-то там учитель из онлайн-школы рассказал, тему раскрыл, остановился во время проблемного момента и ученикам задает, например, вопрос. Так, а что типа было дальше? Вот типа того, да? То есть учитель полностью методически может использовать весь этот материал у себя в деятельности. Вот. Так, самые плюсовые стороны этого сайта, этой платформы, этого проекта. Он полностью бесплатный, никаких регистраций не требуется. Весь материал, который там представлен, можно скачать. Достаточно всего лишь любого уголка мира интернет и гаджет, ноутбук. Вот. Ну и соответственно, он на татарском языке. Школьная программа плюс, да, это не просто там языковые курсы, где ты зашел, 40 лет решил изучить там английский или татарский, зашел и изучил. Не так, это полностью школьная программа, но в первую очередь акцентированная для татарских, так сказать, детей школ. Ну и когда мы создадим, наверное, приложение, я уже жду, не дождусь, мы пока еще вот прям полноценно не можем сесть и начинать все это уже показывать людям. Программист у нас уже сидит, все это делает, потому что намного еще больше, наверное, материала нужно там сделать, все это предложить именно в формате приложения. Это уже второе новшество будет в нашем проекте. В целом, проект, он запланирован до 2025 года включительно, который будет содержать для школ, то есть для уроков, да, методическую помощь, для директоров национальных школ, управление школой. Мы будем там предлагать своего рода систему, да. То есть это не только я директор, мои заучи, мы такие крутые, и вот вам предложили. Это привлечение и министерских методистов, и методистов из управления образованием города Казани. Обязательно. То есть совместно делается. Это плюс деятельность детских садов. То есть безным Бахшабад, детский сад, да, у нас есть хороший опыт. Мы с этого года запускаем и по дошкольным группам один курс. Это дополнительное образование. Еще вот один из больших плюсов, мы с этого года планируем начать подготовку к ЕГЭ по профильной математике в онлайн-школе. Вот самые востребованные люди в сельской местности – это математики. И, соответственно, подготовка к профильной математике. Дети выбирают профильную математику в сельской местности. Это не стоит скрывать. А вот готовим ли мы их на должном уровне, это уже второй вопрос. И вот мы тем самым хотим привлечь сюда одного из экспертов ЕГЭ в Республике Татарстан по профильной математике. Ну и, соответственно, будет на татарском языке. Вот. И Танинды модульный айтмадым. Детский сад, доп. Образование, управление, школа. И научно-культурная часть. Здесь мы планируем привлечь ученых, известных деятелей культуры, чтобы они вели лекции или мастер-классы также для школ или музыкальных школ,
образовательных школ, вот такого рода. И идем как бы к этому постепенно, не все сразу. Так, сейчас предлагаем вашему вниманию посмотреть ряд занятий по нескольким предметам. Ярыма, коллега, Виктория, татарчаны аңлыйсыз бит инде? Конечно. Все яхшы. Әйдәгез карап алыйк. Xayrli kun do'stlar. 60 sonining 25% nishani tashkil etadi. Yoki biz Tibetga kiramiz, unda yozilgan 30% tashlama. Ya'ni nishib topirasiz. Bu ham tag'in bir ko'p savollarga biz sizlar bilan javob topirga tirishamiz. Demak, darsimizning temasi prosent. Ham biz boshlaymiz. Uzoqlab suzib turmisha, g'odiy misollar o'rnagida qarab ketik. Maktabda o'quv yili sheriklariga bo'linadi. Sizning o'ylaganingiz bormi? Ne uchun biz ularni sheriklar deb ataymiz? O'quv yilini 4 ilishga bo'lamiz. Har bir ilishni ayrim qarasak, ol o'quv yilining 4dan 1 ilishi. Demak, 4dan 1 vaqtlanma. Ham biz 4dan 1 vaqtlanmasini sherik deb ataymiz. Matematikada tag'in bir vaqtlanmaning ismi bor. Ham u prosent. Prosent neni vaqtlanmasi? Prosent so'zi ikki latin so'zidan borliqqa kelgan. Procentu tatarcha yuzdan. Ya'ni prosent u yuzdan bir ilish. Yuzdan bir vaqtlanmasi. Lekin biz onu so'z bilan yozmaymiz. Onun uchun biz mana bu belgilamani qo'yib. Salam. Sizning bilan Dinara Bey ham biz bugun birga fizikani o'rgana boshlayapmiz. Kim aytadi? Fizika so'zi narsani anglatadi. Albatta, diriz javob berganlarga afarin. Fizika so'zi grekcha physis so'zidan olingan. Hamda tabiat deganni anglatadi. Demak, fizika tabiat turida fan. Fizika so'zining belgilamasini bilamiz. Hozir endi ikkinchi so'rov borliqqa keladi. Fizika narsani o'rganasan? Ko'k-ko'krov. Suv qaynav. Buz irib. Jelisu. Hamda tosh shu bilan yashin suvi bular borasida ko'rinishlar. Tabiiy ko'rinishlardan qola ali fizik ko'rinishlar da bor. Aytamiz ularni Коллегалар, maktab interneti noshar kira bizim platformaga imanda chunki videolar zo'r deydi. Hozir kiramiz o'zimizning arxivdan yaraymi? Ular barcha saytda bor, YouTube kanalda da bor. Qiziqsangiz o'zingizning telefon internetidan kirib qaray olasiz. Hozir biz diskdan qo'yamiz. Proyektda bu kunda to'lisincha bizning o'quvchilar ishlaydi. Bizning kollektiv. Butun kishida yosh to'g'ri bizda. В целом o'rtacha yoshdagi kollektiv. Yani onlardan turunun paralellik bilgilerini öğrenmeye başlarız. Hazır yazılıkta turularının özara turuşun qarab ketik. Birincisi, turular kesişen, yani onlarının bir ortak noktası bular. Mesela A ham B turuları o noktasında kesişenler. İkinci ışrak, turular kesişmeler. Mesela bu ışrakta A ham B turuları kesişmeler. Anti turularını paralel turular deb ataylar, ham A paralel B deb tamg'alaylar. O'quvchilar aytingizlar, rasmlarning qaysida paralel turular suratlangan? Hayır, javob diriz. A rasmida A ham B turlari paralel.
Bu resimde A һәм B türleri kesişeler. Yani alар paralel түгел. Bu resimde şulay ук A һәм B türleri paralel. Алар kesişmiyorlar. Paralel türler bilen birlikte paralel kesintilerini de tekşirilir. Mesela A һәм B paralel türleri verilsin, hem şu paralel türlerde yatışın A, B kesintisi hem C, D kesintesini alır. O vakitte eğer de kesintiler paralel türlerde yatsa A, B hem C. Bu oku yılından tuğan til, tatar tilinden başladık. Konulu kalır. Hayırlı gün okuşlar. Men de sizni bilim beriyetinin şunu, ondağı hazinelerini tabarga şakıram. Varınız da ezilmi? Ezil bulsağız, alga. Dostlar, şurayı malay şurgene siz köpten tanış indi. Salvat Köprü jurnalın okup, onun nindi maceralı hallerge yoluğunu da bilesiz. Mine o bir günni sandık tapkan. Lekin sandıkını bik oşası kilse de, oşalmagan yerden sırap bizge kilgen. Yerden ideriz mi dostlar? Sinonimlarının nindi süzler buluğunu unutkan iken bit şurke. Siz bilensiz mi son? Aferin okuşular. Eğer sinonimler deyip biruk yeki bir mağnedeş sözlerini atıyorlar. Mesela koyu, batır, zirek, akıllı, mal, mülket. Hazır tılsımlı kodunu tabuğu da ağır bulmasıydı. Şulay beyt. Okuşular, bana bu sözler orasından sinonimlerini dürüst tapsak, tılsımlı kodunu da biliriz. Kimik reaksiyanın İseniz kadarlı okuşlarım. Biz bugün sizin benzerse kimik reaksiya tezlemelerini yazıra öğrenişeriz. Eğer siz kaçırıp alıp, nersesi o kimik reaksiya? Verilgen maddeden ikinci maddeler barlıkka kili bilen baratırgan görünüşlerini kimik görünüşler yaki kimik reaksiyalar deyip atıyorlar. Kimik reaksiyanın kimik bilgiler hem formulalar yönteminde şartlı yazılışan kimik tezleme deyip atıyorlar. Biz tezlemeni adette matematik misal deyip kabul ettirgenlerimiz. Kimiyede olay tüzül. Kimiyede adette maddeler bilgili bulun. Edeniz hazır sizinle kimik reaksiyalarını yazırga öğreniniz. Kimik reaksiya tezlemesini yazırga öğrenende şunu ihtiyaç tutarı gerek. Koyber kimik maddeler iki atım bilen yeriler. Nindi kimik maddeler adi madde olarak iki atım bilen yeriler say. O bizden vodorod, azot, кислород, фтор, хлор, бром, hem yod. Bu maddelerini reaksiyaya yazan vakitte indekska ikili sanı koyarız. Ederiz, reaksiya tezlemesi yaza başlayırız. Reaksiya tezlemesi yazar için alaz maddelerini. Mesela Milan Foster. Foster şu spisikta yok, hem o bir atım bilen yazılar. Bu harfin düzenini yazarız. Şundan sonra koyarız plus. Кушабыз кислород. Кислород iki атом bilen Eylene gidip barık da Hayırlı gün okuşular. Bugünkü dersinin temasını biliyor için sizge tübendeki resimlerini nerse birleştirgenini aytırga kerek. Ciye, kaktus, kuşayak hem kum. Eligi rebusda da bizning dersinin teması yaşırılgan. Biz bugün sizin bilen issiz şurga seyahatga chiqashyapmiz. Shunga ko'ra o'zingiz bilan ishlaydi, ko'zlik, hamda ko'paytib suv zapaslarini unutmag'in. Seyahatimizni tugandagi plan bo'yicha boshlarmiz. Tabiiy zona, sho'l ustligi, klimat, hem o'simliklar hayvonlar zonasi. Biz
сәяхәтчеләр. Менә без сезнең белән эссе шүлдә. Шүл ул зәңгәр һәм сары төс кушылмасы. Сары ул ком, зәңгәр ул күк. Ком, күк, кояш, көйдергән җир, өстедән каралган һәм кызган ташлар шүлне барлыкка китерә. Россиянең таулар зонасыннан көньякка таба киткән саен тагын да җылына һәм корылана төшә. Җирне кояш кыздыра, ә яңгырлар сирәк ява. Шулай дала ахыр хезмәтен үти. Шүлдә яшәүче һәрбер хайван үзенчә кызыклы. Менә мәсәлән, комлык әрләннәре. Коллегалар, менә шул рәвештә монда инде укытучылар тарафыннан иҗадилык та, инновацияләр дә кабул ителә, сүздә юк. Безнең димәк таләпләр бер төрле име. Иң мөһиме инде теманы аңлатып чыгарга, ә инде инновацияларны сүздә юк беренче урынга куярга тырышабыз. Ләкин һәрбер укытучы менә ул инновация гына булмый бит. Гадәти сөйләү дә кирәк. Бу бик мөһим әйберләрнең берсе. Балаларга инде үтеп күрерлек булсын өчен. Димәк, үзебезнең программа буенча без инде темаларны ачып салырга тырышабыз. Әлбәттә, практик эшләрдә бар, лаборатор эшләрдә бар, шушы безнең архивта дип әйтик. Без инде бүген архивтан күрсәтәбез, чөнки сайтка кереп йөкләгән көтеп утыра башласак, затка китәчәк вакыт. Менә кыскача әйткәндә шулай, әгәр дә студия яки күрәсез кисә сораулар булса, бирегез. Без хәзер инде икенче этапка күчәбез. Әйе. Видеоны скачать, видео таяр бушлау, имя бушлау, а что подуслать, ваша программа будет совершенно новая, вы не стимулируете проекты. Аксаны көтөләне. Менә бу сорау чынлыкта министрлыкта борчылган иде. Синең укытучыларың кайчан ял итәләр, кайчан гына дәресләрен алып баралар икән дип. Коллективның в целом теге belki dürüst çağrıştırılmazsa umarta yazı türlü bulabilir, balkırtı yazı. Kaylar balını kutlaşıyorlar ime. Kaysıdır ya da kıya çıkan yuvarı noktağa mingenin kötü butarar şu 2 saatte gelen taşıyorlar. В целом коллектив erteğin kişiye karşı. Bu potansiyelini kullanma dürüst bulması bizim taraftan. Okutuşlar demek tip işlerin mektepke tapşırı bitirgenden sonra bağlarga Мәктәпкә, директорга дип әйтгәндә, инде буш вакытында бу эшкә керешәләр. Бу аның үзенең графигы бар. Без инде графикны сакларга тырышабыз. Нигездә каникуллар вакытында күбрәк эшләп калырга тырышабыз. Инде вакыт ягын алганда. Во время каникулярного времени. Инде нәрсәләр киләләр дә, көненә дә бер 4 дәресен бер укучы чыктыра инде. Оператор аңа бил әзер. Стимулирование ягыннан. Без инде сүздә юк, кырсамса экранга чыгарсагыз, Республикада беләсез инде, яшәүче милләтләрнең туган телләрен үстерү, саклау комиссиясе бар. Без менә шушы комиссияга бик зур рәхмәтлебез. Шәхсән үзем Марат Готыч Ахметовка, чөнки бу проектны башлап җибәрүдә аның өлеше бик зур. Әлбәттә, инде зур рәхмәт министрлыкка, чөнки бу проектны курировать итә, үзенең астында тота дип әйтик. Әлбәттә, инде аның пиар ягы да сүздә юк. Министрлык астында дип әйтик инде кулында. Һәм инде гомумән башлау өлешендә ул бит без менә коллектив, без бит инде бизнес, креатив индустриядагы оешма түгел. Министрлыкның безгә ышаныч белдерү бу шулай зур әйбер инде безнең өчен. Башлап җибәргән вакытта. Без димәк әлеге проект белән грант тоттык. Менә борчыган сорауга җавап Әлбәттә, шушы комиссия аркылы инде ариза биреп, грантта катнашып, грантны җиңдек. Һәм инде шушы грант хисабына безнең түләү процессы бүген көндә башкарыла. Укытучылар күпме алды инде? Монда зарплата закладываете же грант? Зур хезмәт хакы дип санамыйм. Менә мәсәлән, без булай эшләдек. Безнең хәзер декретка китте инде, Алина Равильевнага, ул безнең методик юнәлешендә бара мәктәптә инде, үзеннән чыгып, инновацияләр буенча шундый задача бурыч куйды. Проштудировать образовательную платформу Российской Федерации, вопрос оплаты. Ул китерде менә республика тирәсендә шул шама бәйри, регионнарда инде, һәм Мәскәүдә шундый бәйри. Без шулардан чыгып, укытучыларга менә мондый бәя куйдык. Димәк, 1000 ярым түләнә бер теманы ачкан өчен.
тема, демек, ашылан инди форматта силий теорияны бирә безгә укытучы, практикалышын бирә. Менә укытучы уже лаборатория шул практика. Инде нидер җиһазлар белән, балалар белән аңлата, мисаллар белән күрсәтә. Ул инде практика. Теория ул силий. Тактага, экранга анда теория чыгып бара. Төгендә бер видео, монда бер видео. Менә бер теманы ачу дип әйттек инде гадәтенә, ул 1000 ярым. Моңа керә видео, презентация, план конспект. Стилист беркетүчеләр гына шартлы. Ну бу мин шундый халык теле белән әйткән бу шабашка инде, сүздә юк, шабашка дигән ягы да бар. Ләкин укытучылар тарафыннан монда хезмәт чынлыкта күбрәк куела, 1000 ярымга караганда. Бу дөрес әйбер. Менә получается, менә дәрес бирәһең дигәндә кемдер төшерә, кемдер йыя, аны бит йыя, укытып йыярга кирәк. Ана әйтеп киттек. Без димәк эшкә алдык республиканың иң яхшы операторларын берсен. Аның иң зур түләү хакы анда инде сүздә юк. Ул укытучылар белән эшләгән кеше, балалар белән эшләгән кеше. Димәк, бөтен процессны ул ничек дәрес булырга тиеш, ул үзе төшереп, төрле пишмактан төшереп, туктатып кирәк җирдә яңадан төшереп. Кайсы бер дәресләр 15 минут яки 5 минут материал 4 сәгать төшерелә иде. Шуннан соң төшереп ала, аннан соң шуны монтажлый. Аннан соң менә платформа, үзе платформа гомумән тудыручы, ясаучы техник яктан IT специалист менә Рөстәм Сач үзе монда инде. Гомумән техник як. Бумкында контентны да алып бару аның өстендә, техник якны тулысынча алып бару безнең урын баса. Менә карьер кыскача шулай. Без хәзер экскурсия аннан şey. Телефон онытканмын. Без быелгы профиль классларга инженер юнәлешенә тукталыйк әле. Хөрмәтле коллегалар, бигрәк тә директорлар, беләсез, Владимир Владимирович Путин тарафыннан быел игълан ителгән иде. Алга таба мәгариф системасында мәктәпләргә инженерный делоны кертү. Без инде бу инженерный делоны алдан башлап җибәргән идек. Һәм моның белән бик каты горурланабыз. Гуманитар гимназия булып дип әйтик инде. Бездә бу бик уңышлы гына класс җәйгән юнәлеш. Рөстәм Сач, сезгә сүз. Утырыгыз башлап. Тагын бер сүзне тәкърарлыйм. Безнең гимназиябызда робототехника инде еллар бара. Определенная программа. Төзелде һәм представителен таныштырам. Интеграт. Ул беренче сыйныфтан башлана. Намада наборлар кулланабыз. Аның соңгылыкта махсус методический пособиелар да чыкты. Ул ике элештән дәрес бирә. Баштан балалар төрле конструкциялар җыялар. Беренче вакыт алдан әзер инструкциялар буенча алар киләчәктә инде үзләре уйлап чыгаралар. Һәм икенче элеш ул компьютердан Bluetooth аркылы роботка тоташып, программаны блок төзеп, мәсәлән, шундый двигательне кабазырга, шундый тизлегән бер оборот әйләндерергә, төрле блоклар төзеп, программалар төрләштерә. Мәсәлән, на вертолет алсак, аларның ремонтны передача аркылы лебедка эшли башлый. Төрле механизм шулай янады. Бу кызлар якалында чәчәк, балкы төшә, датчик тора, әгәр дә балкы датчик өстендәчә, анда махсус тавыш яки рәсем компьютерда чыга. На бу беренче, өченче сыйныфларда без кулланабыз. Аннары накитте сайтта ул спайк наборлар, аны 4-нче, 5-нче алтыда да кулланып була. Анда инде бераз катлаулырак механизмлар, монда бер генә двигатель булса, монда инде 5-нче ташлар була. Һәм программа инде төзелер якынрак на бу текстовый код өчен программирование бар бит, шунырга якын. Әмма графический блок белән бергә беркетеп шулай төзелер. Берничә нәрсәләр механизмына принтер программа язып ул бастыра төрле рәсемнәр. Аны алга таба булган не башлангыч, мәктәп хәзерне разрешить әйткән инде инженерлык фикерләр мәктәбе без аны атадык. Ул физмат сыйныфларда балалар инде 5-нче, 6-нчы сыйныфта шуны белән шөгыльләнәләр. Бу инде катлаулырак набалар, монда ике телдә программа язып ала, ул чын дөньяда робототехника инде куллана шундый тел, яисә программирование куллана торган Python теле. Ул шулай дөньяда популяр. На берничә мисал китерим, балаларның
деген роботлар. Бұл роботның қатынтылары ертал, чөнки ул нашылай бөлмә бойынша еріп, жектеріп шығат ұзамны. Мұнда біраз егірсәтсәк бұл шетірсілен, ол шылай еріп. Аннары әгер бұл еларына көрәр, бұл 180 градусқа бұрылып, бойықа юналтып кетер. Аннары бітін бөлмәне шылай шығып, көшмақсына көрдәш, енді ұза самсыз кетіпті. Ол неше көшілі, мұнда бар екі двигатель, бар датчик, там гироскоп. Демек, бұл датчик білен деварға келгенде, ол өлші, ераклетні һәм мақсус программа тезіленді. Әгер де ераклет, мәселен, 15 сантиметрдан азырақ, бұл біріла башылы. Шын бірат. Бұл енді манипулятор. Бұл машин зауытларда миниатюра етіп misal,